Из миграционной службы проверка документов. Изначально наша задача, собственно говоря, как мы, когда создавали фонд, как мы планировали, позиционировали себя, это такая проектная организация, которая должна помочь государственным органам в формировании адекватной миграционной политики, собственно, поскольку она, в общем-то, и состоит из бывших, достаточно высокопоставленных сотрудников Федеральной миграционной службы, которые, в общем, достаточно хорошо знают этот предмет. К сожалению, миграционная политика, миграционная ситуация в стране у нас, она, в общем-то, пущена на самотек. Практически она никак не управляется. Я бы даже сказал, что в некотором смысле она, в общем-то, вышла из-под контроля. Особенно трудовая миграция. Нет никакой стратегии. Все действия, которые сейчас производятся или производились в бывшей Федеральной миграционной службе, как ни странно, они шли ровно в противоположном направлении, что было записано в концепции государственной миграционной политики, утвержденной президентом. Собственно, в этом ее проблема. Она была очень такая реактивная и ситуативная. Что-то случалось, что-то действовали. Никакой осмысленности не было. То есть миграция в России воспринималась вообще как угроза национальной безопасности в большей степени, а не как ресурс на развитие. То есть мне так кажется, что наша миграционная служба даже не понимала, собственно говоря, предмет миграции, что такое миграция вообще как таковое. Ее воспринимали просто. Едут какие-то люди, которых можно всегда остановить, развернуть, отправить. Вот это была глобальная ошибка. То есть вот этот тренд мировой, глобальный, миграционный, они так и не поняли. И то, что они не поняли, что миграцию надо заставить, чтобы она служила людям. И как самим мигрантам, так и принимающему обществу. Сейчас, собственно, как и было провозглашено нашим премьером, да, что будет ужесточаться миграционная политика, борьба с нелегальной миграцией. То есть надо воспринимать так, что сейчас будет более жестче и, может быть, даже показательно будут людей, так сказать, задерживать, оформлять, выдворять, депортировать. Поэтому надо стараться, в общем-то, выполнять наше законодательство. Даже те, кто работал нелегально под всякими, так сказать, так, условно говоря, крышами, вот, надо понимать, что это сейчас может все измениться, и люди могут, в общем-то, быть выдворены и может закрыть въезд. Поэтому надо что? Четко соблюдать 7 суток, 7 рабочих дней на то, чтобы встать на миграционный учет. Это надо делать. Да? Надо делать это не в какой-то, так сказать, резиновой квартире, а по реальному адресу, может быть, даже по месту пребывания. Это разрешается для иностранных работников. Вот, надо стараться получить патент. Ну, если мы говорим о Москве, в этой ситуации может быть даже проще, потому что Сахарова там еще больше развернул. Сахарова, вы знаете, да, это многонациональный миграционный центр, который организован правительством Москвы. Там достаточно, еще больше увеличили площадь, еще больше увеличили пропускную способность, вот, и уменьшили количество посещений. Мне кажется, это вот сейчас будет реальная возможность легализоваться. Да, это будет, может быть, дороговато, но все-таки в Сахарово все-таки это дешевле, где бы там ни было. И реально. Поэтому я бы всех, кто работает в Москве, призвал бы как можно быстрее легализовываться через Сахаровский центр. Это, конечно, снизило бы все риски. То, что касается других регионов, ну, я тоже бы рекомендовал бы. В общем, я рекомендовал бы всем попытаться легализовать свой статус или все-таки выехать и потом въехать после того, когда порядок будет уже четко установлен. Если у вас есть патент, то надо смело, собственно говоря, в случае, если вам не платят зарплату, вот, обращаться, собственно, в судебные инстанции, вот, к правозащитникам. Если вы слышали, там, новый наш омбудсмен, она прямо сказала, что она будет заниматься и проблемой миграции вообще, вот, и трудовой миграции в частности. Вот, я бы хотел дать такую рекомендацию. Если вы законно здесь находитесь, вы законно осуществляете трудовую деятельность, надо жестко стараться, твердо придерживаться этой линии. Не надо пугаться там. Иногда, это зачастую, кстати, к сожалению, это не иногда, часто бывает, что вот эти вот незаконные претензии предъявляются со стороны там, сотрудников правоохранительных органов или даже бывшей ФМС. Вот. Если вы уверены в своей правоте, надо идти до конца. И, как правило, собственно говоря, вы отстоите свою позицию. Как правило, не надо бояться, не надо идти на поводу у них, не надо
ну, как бы, так сказать, соглашаться на их условия, ну, как правило, там, вымогательство и прочее, потому что вымогательство в конечном итоге приведет еще к более худшим последствиям. То есть надо стараться законно здесь находиться, законно трудиться и твердо отстаивать свои права. Для этого возможности у нас есть. То, что касается документов, надо к этому относиться достаточно серьезно. Во-первых, документы надо быть при себе, никому не надо их отдавать вообще, даже полиции не надо их отдавать, чтобы они оставляли в руки. Документы должны быть при вас всегда. Имеется в виду паспорт и вообще патент должны быть при вас. Вот. Ни в коем случае работодателю не отдавать. Да. Работать надо по контрактам вообще, по договорам, потому что если вы работаете без договора, вы несете определенные риски. Хотя с точки зрения закона, даже если вы работаете без договора, вы ходите на работу, то даже это считается, собственно говоря, трудовой деятельностью. И вы можете отстаивать это, конечно, в суде, но это будет значительно сложнее, чем если у вас будет на руках какой-то договор. Ну, это однозначно. Ну, а то, что будут недобросовестные, конечно, работодатели, к этому надо готовиться. Я бы, конечно, еще предложил бы мигрантам все-таки начать подготовку свою на родине. Не надо откладывать все сюда и здесь все сделать. Да? Желательно, конечно, и русский язык изучать там. Вот, по крайней мере, вот эти все тесты необходимые, они сейчас в интернете есть, их можно подготовиться заранее там. Это будет дешевле, менее нервно, проще гораздо, да. Вот, то, что касается специальности, все, в общем-то, надо стараться делать уже перед выездом. Даже работодатели, сейчас интернет есть, все можно сделать до выезда. Не надо все пытаться сделать в тот месяц. Ведь дается только месяц на то, чтобы все, оформить патент, да, найти работу, стать на миграционный счет. Если вы приезжаете, у вас ничего этого нет, то большая вероятность, что вы в месяц не уложитесь. И вы становитесь сразу вне правового поля, то есть нелегальным. Надо вот серьезнее относиться к этому делу. Сейчас вот ситуация такова, что сейчас будет все жестче. Гораздо жестче. И договориться будет сложнее. По крайней мере, на первых порах, я так понимаю, в момент передачи Министерства внутренних дел МВД постарается все-таки сейчас ужесточить политику. А как ужесточить ее можно? Значит, надо увеличить количество штрафов, количество задержанных лиц, количество проверок, количество выдворенных лиц, количество депортированных лиц и закрытие въезда. Так что это надо иметь в виду. Конечно, в первый период будет ужесточение, но это не связано с тем, что МВД так будет работать. Просто это связано с организационной. Надо как-то новому ведомству о себе заявить чем-то, да? Тем более, так сказать, указания высшего руководства им дано. Ну, а в принципе, когда все как бы устаканится, что ли, вот, ничего принципиального не изменится. Здесь что характерно, главное, вот что мне, собственно, нравится и на что я надеюсь вообще, вот то, что, например, в Москве этим занимается правительство Москвы, а не федеральным государством и не органам внутренних дел, я имею в виду выдачи патентов и трудоустройства мигрантов, это вселяет надежду. То есть, в принципе, это первый раз, когда в России наконец-то поняли, что трудовая миграция – это ресурс, это экономический ресурс, да, и им должно заниматься экономический блок. То, что мы видим. В Москве занимается Министерство экономики этим делом, да, поэтому они будут заинтересованы, чтобы как можно меньше людей депортировались, выдворялись, да? Как больше людей работали в легальной сфере, поскольку это налоги, эти сборы всякие за оформление документов и так далее. То есть вот этот тренд, вот, я думаю, московское правительство должно сохранить. Вот в этом смысле те, кто будет работать в Москве, им должно быть легче, по крайней мере, в какой-то, так сказать, буквально там ближайшей перспективе, там, ну, в течение этого года. Я думаю, что они должны настроены быть на то, что как можно больше дать людям возможность получить патенты. То здесь достаточно оптимистично. Не в том, что передано МВД, а в том, что вот это занялась, вот этот экономический блок. И я очень хотел бы, чтобы это пошло по всей стране. Это вот главное.